Это заготовка под часы. Вот они, скажем, уже вот один образец залиты. Сейчас я вам покажу, как размешивается смола, тонируется любым цветом, каким захотим. И будем начинать проливать. Это компонент А, то есть сама смола. Это идет к нему отвердитель. И очень тщательно, на протяжении 3-5 минут это надо все размешивать. Любовь к дереву у меня началась еще со школы, потому что родной дедушка мой в школе был столяром. И я очень много времени проводил у него. Строитель, по профессии я не стал работать, а пошел по другому пути. Оно и нравится, вроде как бы и физически работаешь, а отдыхаешь. Особенно, когда делаешь красивые вещи. Как бы можно, если так можно выразиться, аж кайфуешь от того, что вот делаешь красивое. И когда, скажем, людям это нравится, тебе, конечно, намного приятнее становится. Все столярные дела, окна, двери, лестницы, столы, мебель, кровати, то есть все, что, скажем, можно сделать из массива дерева, то все это можно сделать. Но хочется делать такое, что вот как бы еще никто не делал, скажем так вот. Потому что там залить кофейную чашечку с орехами, с конфетами в смолу, такого я нигде не видел. Как-то в голову приходит. Бывает, во сне приснится что-нибудь. Утром встаешь, идешь, делаешь, и получается красиво. Дети помогают, жена помогает. Семейным советом приходим к чему-то такому красивому, а потом я воплощаю это как бы в жизнь. Целый день в цеху. Если честно, я даже не знаю, кто в Крыму занимается так, как я. Я имею в виду со смолой, потому что по дереву у нас очень много мастеров хороших. Все зависит от размеров и от расхода смолы. Может уйти и месяц. Думаешь о том, что ты именно в этот момент ты делаешь, потому что станки – это техника безопасности, это в первую очередь. Потому что там думать, петь о чем-то там, нельзя, это очень опасно, потому что, бывали случаи, и за это, четко мысли только о том, что ты делаешь. Я все-таки крымский татарин, и, восточное – это же все-таки наше. Я делаю в любом направлении. Эта работа не может в одном направлении быть, вот именно там, скажем, восточном, там, в нашем крымско-татарском, потому что заказчики разные бывают. Ассортимент такой, что есть и восточное, есть и классическое. То есть все, что я делаю, если бы мне оно не нравилось, я бы это не делал. Это во-первых. Если вот что-то пришло в голову, иду, делаю. Бывает, конечно, потом, в конечном итоге, что что-то мне не нравится, могу переделать. Успех, наверное, то, что я делаю, нравится людям и друзьям. И они, как бы, скажем так, передают друг другу. И вот, наверное, из-за этого и успешно получается работа, изделия. То, что я люблю эту профессию, скажем так, вот это, наверное, меня и вдохновляет. Я еще и, можно сказать, спортсмен по стендовой стрельбе. Также я и занимаюсь охотой. Это хобби. Это, можно сказать, такая немножко как бы отдушина, когда после работы можно с друзьями выехать на охоту
там, на утиную охоту, ну, на любую охоту. Это свой такой охотничий коллектив. Я больше 10 лет уже стреляю, ну, компакт-спортинг. Ну, получается, когда получается, завоевываю первые места, когда не получается, завоевываю вторые, третьи, а то бывает и без медалей. Семья – это самое главное. Для мужчины, для отца, своей семье, жена, дети – это в первую очередь. Это самое дорогое, что у меня есть. Они первые, кто оценивает мою работу. Я все-таки отец, у меня 3 детей. Хочется, чтобы у них все было, и стараюсь, чтобы у них было всегда все по жизни, как любой отец, мать, отец. Они желают только своим детям добро. И хотят, чтобы у них по жизни было всегда все хорошо. Вот это, наверное, и есть мечта, чтобы мои дети, чтобы у них в жизни всегда было все хорошо. И я, наверное, этим буду заниматься, если не грубо будет сказано, до конца своих дней. Мой отец, Рахметля, он у меня 3 побывал в хаджи. Мать у нас рановато ушла немножко. В основном, как меня отец воспитывал, я так и стараюсь воспитывать своих детей.